Трансляция в группе, в мероприятии вот этой встречи. Поэтому вот можно сообщить, Я что... просто думаю, может, наши тоже сказали? Да. Ну, это там, не знаю, как это объяснить. Сейчас просто... я имею в виду, что это же... А ты... Да, звук есть или нет? Вот там, где началась трансляция, это вот... Нет, встреча по защите прав. Зайдешь в контакт, значит, нажимаешь... Сейчас скажу. Надя, слушай, Я не помню, как называется. Просто тут... А сейчас слышно? Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Было слышно? Отлично. Все, звук настроили, спасибо. Ну что ж, Оль, сделай тогда репост в нашу группу с комментарием, что мы начали. Слышишь? Ты сейчас тут кидай, да. Все? Нашла, как кидать? Алло, алло. А как я по электронке? Я с телефона. У меня один телефон в руке, другой у меня в этом. Если что, у вас где-то, вы видишь, же осталось? Сейчас, погоди, Оль, если я вот так изображение переверну, у тебя оно будет кособоко или как? К нашему постам. Слышишь? Перевернул. Оно у тебя кривое стало, да? Опа. Привет. Так. Да. Ну ладно, все хорошо. Сейчас я тебе перекину ВКонтакте тогда. Не начинаем еще? Все уже идет трансляция, все нормально. Так, начинаем, да? Сейчас я ссылочку кину. Буквально пару минут. Сейчас мы Борису дадим. Да, я снимать буду. Да, говорю, вот первый раз с другой техникой, там-то у нас в библиотеке было все как бы нормально, и на телевизоре трансляции, и микрофон, и все. А сейчас как-то вот первое такое. Потому что некоторые темы активно районы подключались и спрашивали. Поэтому как бы для них это интересно, интерес вызывает. Вот в Уктыл народ пришел, ждут. Там с другой библиотеки уже тоже прислали вот не так давно вопросы тоже по работе. Так что как бы вопросы есть, но посмотрим, что получится у нас. Как долго мы ждем? Ну, Борис. я имею в виду, вот я скажу, то, что я хочу сейчас сказать. Дальше я им что говорю, что я жду ваших вопросов, или они автоматически... Какие-то вопросы, вот, которые я уже говорила предварительно, да, по испытательному сроку, по, скажем, там, ненормированному рабочему дню, вот если что-то, да. Потом у нас вот наши гости, которые тоже
хотят что-то спросить. Мгм. Плюс вопросы у нас, вот, которые я сегодня получила. Вот могу просто показать сразу вам. Держите. Насколько это можете сразу как-то прокомментировать. Либо, может быть, им, если сейчас вы не готовы ответить, им дать ссылочку на, как там называется ваш портал, онлайн-инспектор, да? Может быть, там какие-то советы они могут найти. Там у вас много информации же интересной. Либо, если они хотят обратиться, то каким образом они тоже могут сделать через этот портал. Может быть, его тоже... Можно звонить? Да. Мгм. В принципе, все. Начинаем, да? Да. Чё, держишь? Я начинаю? Нет, Или нет. вы начинаете? Ну, я начну. Добрый вечер. Сегодня у нас первая после долгого летнего перерыва встреча, а так как наша библиотека находится в стадии капитального ремонта и временно мы лишены собственных площадок для таких встреч, поэтому мы благодарим Револьт-центр за предоставленную возможность провести это мероприятие у нас. Сегодня у нас встреча по теме защиты трудовых прав и интересов В работников. комментариях. Тема выбрана не случайно, потому что у каждого в нашей жизни бывают ситуации, когда В комментариях в нарушаются этой трансляции. права работников. Об этом говорят и в средствах массовой информации. Это наш личный опыт, опыт наших родных и близких. Но и, к сожалению, не каждый работодатель может хвастаться точным и беспрекословным соблюдением норм Трудового кодекса. Часто пользуются юридической безграмотностью работников, позволяют себе задерживать зарплату или оставлять на работе сверхурочно. И, конечно, каждому из нас необходимо знать свои права, знать информацию об организациях, которые их защищают. И Государственная инспекция труда является государственным органом, которое контролирует соблюдение трудового законодательства. И сегодня наш гость Андреева Светлана Сергеевна, государственный инспектор труда. Что делать работнику, когда его права ущемляются? Каким способом можно защитить свои права? Вот давайте с этого начнем. Вы расскажете об изменениях в трудовом законодательстве, и потом будем отвечать на вопросы, которые к нам будут поступать. Всем добрый вечер. Я рада приветствовать всех присоединившихся. С удовольствием отвечу на все вопросы, которые сегодня поступят. Хочу начать с изменений, которые в 2019 году коснулись трудового законодательства. Наиболее интересные изменения, которые я бы хотела сегодня вам озвучить. Это введение новой статьи в Трудовой кодекс 185.1, которая обязывает работодателя предоставлять возможность работникам проходить диспансеризацию с сохранением заработной платы в период прохождения. То есть на сегодняшний день работник имеет право в письменной форме уведомить работодателя о том, что он планирует пройти диспансеризацию, и работодатель не имеет права ему в этом отказать. Тут, если нас слушают и работодатели, то хотелось бы вот такой нюанс указать, что диспансеризация – это не медосмотр, то есть это два абсолютно разных понятия. В чем разница диспансеризации и медосмотра? Если вам видно на слайде, то как раз тут в табличке тут отличие диспансеризации от медосмотра. Основное это, что медицинские осмотры у нас бывают при приеме на работу и периодически. Диспансеризация – это не обязательное требование при приеме на работу. Диспансеризация не носит внеочередной характер проведения, а вот медицинский осмотр может быть внеочередным в случае, если у работодателя возникает основание для направления работника на прохождение внеочередного медицинского осмотра. Периодичность, медосмотры, они имеют периодичность, да, то есть работодатель должен ознакомить работников с графиком прохождения медицинских осмотров, а диспансеризацию работник проходит по своему желанию. Оплата, медицинские осмотры проводятся за счет средств работодателя, а диспансеризация за счет средств добровольного медицинского страхования.
Так, ну вот на следующем слайде видно, что медицинские осмотры у нас имеют виды, да, это обязательные медицинские осмотры и психиатрические свидетельствования, внеочередные медицинские осмотры, а у диспансеризации видов нет. Так, ну вот по диспансеризации, наверное, тут все понятно. Если есть вопросы, обязательно задавайте, с удовольствием отвечу. Следующее внесение изменений, которое интересное для работников в первую очередь, это новая статья, которая появилась в Трудовом кодексе 262.2, которая обязывает работодателя предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск по желанию работника в удобное для него время. Касается эта статья работников, женщин, имеющих 3 детей, 3 и более детей в возрасте до 12 лет. Напомню, что законодательством на сегодняшний день предусмотрены категории граждан, которые могут пользоваться правом предоставления отпуска по их желанию. Какие это категории? Вот на слайде тоже в виде таблички указана категория работников. Это работники до 18 лет, женщины перед отпуском по беременности и родам, непосредственно после него, либо после окончания отпуска по уходу за ребенком, работники, усыновившие ребенка в возрасте до 3 месяцев, мужья в период нахождения жен в отпуске по беременности и родам, работники, которые были отозваны из отпуска в текущем году по инициативе работодателя, лица, совмещающие работу с обучением, лица, работающие по совместительству. Тут с оговоркой, что данным лицам предоставляется отпуск одновременно с отпуском по основному месту работы. Ну и работники, которые были отозваны из отпуска в текущем году, если у них осталась неиспользованная часть отпуска, и они не урегулировали вопрос о переносе данной части отпуска. Вот это те категории граждан, которые уже у них была гарантия, да, но на сегодняшний день еще у нас к данным категориям еще присоединились женщины, имеющие детей в возрасте до 12 лет, 3 и более. Следующее изменение, которое произошло в Трудовом кодексе, это внесение изменений в 136-ю статью Трудового кодекса, которая регулирует порядок выплаты заработной платы. Тут что интересно, работник имеет право поменять зарплатный банк, в который он будет получать заработную плату. На сегодняшний день у нас внесено изменение в законодательстве, и работник должен уведомить работодателя за 15 дней. Ранее было за 5 рабочих дней. Это очень важно для работников, чтобы они знали, что в случае, если они хотят поменять зарплатный банк, то они должны несколько заранее предупреждать работодателя. В то же время в административный кодекс внесены изменения в статью 5.27, которая предусматривает как раз ответственность работодателя за нарушение требований законодательства трудового. В часть 6 было внесено изменение, и на сегодняшний день существует отдельная ответственность работодателя за восстановление смены зарплатного банка. То есть работник должен понимать, что если у него по каким-то причинам сменился банк, то работодатель не имеет права ему запретить этот банк сменить. Это очень важно, поскольку работники часто обращаются по этому поводу. И вот на слайде в табличке я показала, чтобы было наглядно видно, да, что поменялось, что штрафы при выявлении данного нарушения заметно увеличили. Вот. Но это из основного, что поменялось. Дополнительно еще хочется отметить, что на сегодняшний день у нас установлен, все, наверное, уже знают, да, что с 1 января 2019 года установлен минимальный размер оплаты труда. На сегодняшний день он единый, установлен на всей территории Российской Федерации. 11 280 размер единого минимального размера.
На территории республики действует еще обязанность на работодателя увеличивать этот размер оплаты труда на районный коэффициент, согласно району, где работник трудится, и на процентную надбавку согласно стажа работы работника. Для примера, если в городе Сыктывкаре работник работает и имеет стаж более 5 лет, то есть в полном объеме процентную надбавку заработал, то в отношении данного работника минимальный размер заработной платы составляет 19 176. Тут хотелось бы обратить внимание, что согласно решению Конституционного суда, которое было опубликовано, в СМИ, можно получить по нему информацию, само постановление открыть. Постановление от 28.06.18 26-П. Согласно этому постановлению, теперь работодатели за любое привлечение работника сверх нормальной работы, то есть привлечение сверхурочно, привлечение работы в праздничные дни, в ночное время, все вот эти вот доплаты должны быть выплачены сверх установленного минимального размера оплаты труда. То есть минимальный размер оплаты труда – это та зарплата, которую работник получает за норму выполненную, то есть в нормальных условиях, А все, что по инициативе работодателя работникам сверх нормы делается, то должно и, соответственно, сверх МРОТа оплачиваться. И на сегодняшний день при проведении мероприятий инспекторский состав, естественно, учитывает данное постановление Конституционного суда. Также хотелось бы ответить вот совсем новое в законодательстве. Это федеральный закон от 1 апреля 2019 года 48 ФЗ, который говорит о том, что с 1 апреля при приеме на работу работник может не приносить зелененькое свидетельство пенсионное, а может в электронном виде предоставить работодателю информацию о регистрации в системе индивидуального учета в пенсионном фонде. Это тоже важно, и для работников, и для работодателей, поскольку работодатели теперь не могут требовать именно вот это вот на бумажном носителе свидетельства, а могут от работника получить в электронном виде информацию. Что на самом деле, конечно же, удобно и для работника, и для работодателя. Вот, у меня из нового, из такого основного у меня, наверное, все. По поводу, давайте к вопросам, наверное, перейдем, которые были озвучены. У меня есть такой вопрос. Можно ли поменять режим работы по инициативе работника? Тут сразу хочется сказать, что все-таки режим работы, это установление режима работы, это прерогатива работодателя с учетом его производственной особенности его организации. Но, тем не менее, у нас есть категории граждан, которым работодатель должен идти навстречу при установлении режима работы. Вот, например, женщины, имеющие детей до 14 лет, все те категории, которые у нас указаны в 93-й статье Трудового кодекса. То есть есть категории граждан, которым работодатель при установлении неполного режима отказать не может. Но тем не менее, при урегулировании данного вопроса все равно, естественно, работодатель будет исходить из особенностей своей организации. Поэтому по инициативе работника однозначно, что у кого-то есть такое право, такого законодательства на сегодняшний день нет, но тем не менее по соглашению сторон вопрос может быть урегулирован. Но есть категории граждан, которым работодатель по заявлению отказать не может. Имеет ли право работодатель устанавливать 7-часовой рабочий день без обеденного перерыва? Оборудованной комнаты для приема пищи нет даже микроволновой печи. По обеденному перерыву 108 статья Трудового кодекса обязывает работодателя устанавливать обед для питания и отдыха минимум 30 минут и максимум 2 часа в случае, если рабочая смена работника превышает 4 часа. Поэтому при 7-часовом рабочем дне обед должен быть у работника в обязательном порядке.
за исключением тех работ, которые предусмотрены локальным актом работодателя. И для этих работ работодатель предусмотрел перерывы на питание и отдых без отрыва от производства. В данном случае, если обед на питание и отдых, предусмотренный в режиме работы, у нас в рабочее время не включается, то для тех категорий граждан, работников, которые у нас без перерыва, но которым предусмотрены перерывы без отрыва от производства, тут у нас все включается в рабочее время. Оборудованная комната для приема пищи. Обязанности в законодательстве у нас на работодателя такой нет, оборудовать комнаты для приема пищи. То есть работодатель обязан предоставить перерыв на питание и отдых, но работник уже имеет право использовать данный перерыв так, как у него есть возможность. Да? Либо ходить куда-то, может быть, на обед, либо там на территории организации. Продолжение. Что делать с сотрудником, если они с этим столкнулись? Если нету обеденного перерыва, то есть если мы с вами видим, нас работодатель ознакомил с режимом работы, в этом режиме работы не предусмотрен обеденный перерыв и рабочая смена более 4 часов, то работник имеет право обжаловать действия работодателя, подав письменное заявление, жалобу в Государственную инспекцию труда. К заявлению хорошо бы приложить копию трудового договора, и можно приложить вот этот вот утвержденный график работы, чтобы сразу было подтверждение вот этих вот нарушений. Естественно, в заявлении указать наименование организации, в которой работает, полные свои данные, чтобы у нас была и возможность обратиться к работнику, фамилия, имя, отчество, и адрес, куда направлять ответ о результатах проведенных мероприятий. Обращаться по поводу нарушений граждане имеют право как лично, придя в инспекцию во время личного приема, как в письменной форме, направив нам обращение по почте, так и в электронном виде через госуслуги. Обращение просто на электронную почту, к сожалению, для проведения проверочных мероприятий на сегодняшний день не рассматривается, поскольку 294 федеральный закон предусматривает, что учетная запись в электронном виде должна быть идентифицирована, что происходит посредством идентификации личности в МФЦ. Поэтому на госуслугах, если учетная запись подтверждена, то работник, пожалуйста, в электронном виде к нам обращается с жалобой, и мы выходим на проверку по тем фактам, которые в жалобе указаны. Такой вопрос был. Я хотел насчет дополнения такого вопроса, который задали. Если сотрудник работает 7 часов и не предоставляет ему помещение для обеда, значит, без отрыва от производства как происходит? Вот это надо, Нету помещения, значит, куда она пойдет? Куда она пойдет? Нет. Если нет помещения для обеда, это не значит, что нет самого обеда. Наличие перерыва для питания и отдыха мы с вами будем смотреть в графике работы. То есть надо обязательно свой режим работы уточнить у работодателя. Он должен быть утвержденный работодателем, с подписью работодателя. Вас должны ознакомить с порядком режима работы при приеме на работу, а если он будет изменен впоследствии, то, соответственно, с локальным актом работодателя. И там вы должны четко видеть, во сколько вы приходите на работу, во сколько у вас начинается обед, во сколько он заканчивается, во сколько у вас заканчивается рабочий день. И если у вас вот этот перерыв на обед предусмотрен, то тут обязательно работодателю предоставить вам комнату на питание, к сожалению, мы не можем. Это в трудовом договоре должно быть прописано, да? Время работы и отдыха. Должен быть прописан перерыв. А где вы будете его проводить? В трудовом договоре. Да, в трудовом договоре, либо в локальном акте работодателя. Обязанность в трудовом договоре прописывать режим работы работника установлена у нас в 57 статье только в том случае, если режим конкретного работника отличается от общего режима работы организации. Если он такой же, допустим, там офисные работники, все работают одинаково, то тут предусмотрено, что режим работы может быть прописан в локальном акте работодателя, допустим, в правилах внутреннего трудового распорядка,
с которыми все работники ознакомлены, соответственно, работодатель уведомил их о режиме работы. А вот если у нас все работают одинаково, но водитель у нас будет работать, ну, допустим, на час раньше начинать работу, не как все, то вот в этом случае его режим работы должен быть прописан в его трудовом договоре. Понятно? А если работника заставляют работать по 12 часов, ведь как потом пишут, что это 8 часов ты отработала, а почему это происходит? Они говорят, мы посчитали у вас за год. Как это можно за год посчитать, сколько ты отрабатываешь? Говорят, берите 2 обеда, работайте по 12 часов, это отпускное время. Во время отпуска менять людей, например, больничные листы закрываем, например. Это как? Не поняла, больничные листы. Ну вот человек вышел на больничный, да, например, и вместо него, да, происходит это. На зарплате Говорят, это не а отражается. на зарплате это не отражается. Там квиток получаешь, получается там 12 вроде больше 12 часов там у нас получается, а в квитке 8 часов. Вот тут Как это можно посчитать за год? Я этого не понимаю. У работодателя есть возможность вести учет рабочего времени такой, какой он себе установил. Учет рабочего времени можно вести за месяц, за неделю, за месяц, за 2 месяца, за полгода и за год. Единственное исключение тут составляют те работники, которые занимают должности, связанные с вредными опасными производствами. Вот у них нельзя установить учет рабочего времени более 3 месяцев. У всех остальных работодателей может установить учет рабочего времени, ну, допустим, 6 месяцев или год, но что зачастую работодатели и делают, и при, допустим, сменной работе или гибком графике это работодателю, естественно, удобно, потому что сложно норму рабочего времени в месяц такому работнику соблюдать, поскольку, ну, вот смены не всегда получается в ту норму рабочего времени уложить, которая предусмотрена в месяце. Поэтому, ну, в данном случае, если у вас установлено у работодателя годовой учет рабочего времени, то результат количества отработанных часов мы действительно будем смотреть по результату года. То есть работодатель внутри вот этого установленного периода будет предоставлять вам рабочие часы, а по результату периода посчитает, и только в этом случае он выявит, недоработка возникла вот этих вот рабочих часов, либо сверхурочная работа, ну, что вы переработали. Вот, тут, ну, такая возможность у работодателя есть. Вот, а по поводу сверхурочной работы, ну, мы с вами должны понимать, что к сверхурочной работе 99-я статья Трудового кодекса, которая говорит о том, что сверхурочная работа должна быть не более 4 часов 2 дня подряд и не более 120 часов в год. Поэтому работодатель при привлечении работника к сверхурочной работе должен учитывать требования законодательства в данной части. Вот. И при выявлении сверхурочной работы, конечно, хорошо бы, когда работник получал приказ на лицо, на руки о том, что он привлекается работодателем вот к этой вот работе сверхурочной. То есть прежде чем выйти на сверхурочную работу, хорошо бы попросить у работодателя приказ о привлечении работника к данной работе. Тогда у нас с вами не возникнет впоследствии проблем для выявления вот этой вот сверхурочной работы и оплаты вот этих вот сверхотработанных часов вне вашего режима рабочего времени. Но, как правило, ну, вот из тех обращений, которые поступают к нам в инспекцию по данному вопросу, по оплате сверхурочной работы как раз, работники, к сожалению, сначала отрабатывают количество часов какое-то по устной договоренности с работодателем, а потом по результату учетного периода, даже по результату месяца, получая на руки расчетный листок, не видят этой оплаты. И в данном случае подтвердить факт сверхурочной работы и привлечение, что это была инициатива исходила от работодателя, очень сложно, потому что надо будет доказать, что я остался на работу и вышел за какого-то другого работника, не потому что я сам захотел, а потому что меня работодатель об этом попросил. Вот, поэтому, ну, в данном случае, конечно, хотелось бы, чтобы работники сначала просили приказ. А если на руках все есть, к кому обратиться? Тогда к нам. Да. Если есть приказ,
и оплаты нет в расчетном листе, тогда, конечно, А если без приходите к нам, приказа, они пишите как бы график заявление. уносят просто, и все, ты должен Если работать. график есть утвержденный, в этом графике сверхурочное количество часов, то, конечно, тоже к нам, если, тем более, если нет их оплаты. Естественно, это к нам приходите заявление, пишите, да. У меня мама работала с 8 часов, Угу. а теперь ей дали на подпись, что она ознакомилась, что будет работать с 7 часов, а никакого договора нету. Вот только ознакомилась с 7 часов. Это должно быть отражено в трудовом договоре. Работает в больнице, а больница работает Угу. и должно, по идее, время отдыха. Потому что у нее, она работала буфетчицей, изначально в 2011 году была принята, а теперь у нее 2 трудовых договора. Нам по 0,5 ставки буфетчица и уборщица. Угу. В данном И случае, ни в одном договоре не написано, со скольки она работает и когда у нее перерыв. ну, в данном случае, вот, как я уже говорила, поскольку режим работы работника не соответствует режиму работы организации, да, поскольку у нас организация круглосуточная, тут в принципе невозможно это, да, то в данном случае должен быть урегулирован ее режим работы трудовым договором, либо отдельным для данного работника, либо для данной категории работников графиком работы, с которым работник должен быть ознакомлен. Работодатель может внести изменения в трудовой договор и 74 статьей работодатель имеет право на или иные условия трудового договора за исключением трудовой функции. Но в этой статье предусмотрено, что в данном случае работодатель обязан уведомить работника за 2 месяца в письменной форме о планируемых изменениях. И в течение вот этих вот 2 месяцев менять что-либо в отношении данного работника нельзя. Эти быть с ним расторгнут в связи с его несогласием работать в новых условиях. Но, тем не менее, предупредить месяце ее должны были. Однако часто очень бывает, что работодатели действуют согласно 72 статье Трудового кодекса, которая говорит о том, что при достижении соглашения между работником и работодателем и подписании дополнительного соглашения, внесении изменений в трудовой договор, возможно изменение условий трудового договора без уведомительного срока. Такой вариант возможен. Но тут работник должен понимать, если его ознакомят с новыми условиями, дают ему дополнительное соглашение, и он с этими условиями не согласен, и он хочет подумать, то он это доп. Соглашение не должен подписывать. Как только он поставил подпись на данном дополнительном соглашении, оно с момента подписи, либо с момента той даты, которая там указана, оно вступает в законную силу. И обжаловать уже данное соглашение можно только в судебном порядке. Поэтому работник просто должен понимать, что о любых изменениях его должны предупредить за 2 месяца в письменной форме, но либо он по соглашению с работодателем может заключить дополнительное соглашение об этих новых условиях, и оно будет, начнет действовать с момента подписания. Вот такой вариант возможен, когда улучшаются условия. Например, работодатель увеличивает оплату труда. То есть он уведомляет работника о повышении заработной платы. Естественно, тут, наверное, каждый работник согласится работать с большей заработной платой, и он может и не ждать 2 месяца до вступления вот этих вот условий в силу и подпишет дополнительное соглашение сразу. Но если работника не устраивают новые условия, которые работодатель придумал, да, то в данном случае работник должен знать, что у него есть право подумать 2 месяца. Дополнительного соглашения не было, было просто вот взять расписку, что согласно работать с 7 часов. Тут, скорее всего, была ситуация, что режим работы не установлен трудовым договором, а регулируется локальным актом работодателя. Да. Но и в данном случае в отношении работника ничего не поменялось. То есть у работника трудовым договором предусмотрено, что он работает согласно графика работы, утвержденным работодателем.
Работодатель, ну, в какое-то время утвердил просто новый график. Ну, тут в отношении работника ничего не поменялось. Он как работал согласно графику, он так вот, ну, согласно графику и работает. 2 через 2 работа, в трудовом договоре написано, что 18-часовая рабочая неделя. 18 часов, ну, а 2 через 2, в эти 18 часов получаются 18 часов, 2 2 через через 2. 2 работать с 7 до 5 вечера. Ну, тут однозначно нарушение. Ну, тут несоответствие трудового договора и фактического По графика, 0,5 который установлен. 0,5 ставки буфетчица и этот, уборщица. И потом еще вот получается вот оклад 6800 при полной загруженности. Она работает по 0,5 ставки. Это по одной это профессии, да? И получается 7025 по другой половина по 0,5 ставки. Это не получается 11280. 11280 это не оклад. Это весь размер заработной платы. Заработная плата у нас состоит из 3 составляющих таких основных. Это базовая часть, вот как раз оклад, либо тарифная ставка. Дальше стимулирующие выплаты, доплаты, премии, какие-то, может быть, надбавки работодатель установил, вот очень часто бывают стажевые, доплата как молодому специалисту, вот это вот все. Ну и третья составляющая – это компенсационные выплаты, которые работодатель устанавливает за вредные условия. И вот наши как раз с вами все выплаты, доплаты за особые климатические условия тоже как раз относятся к компенсационным. То есть нам компенсируют то, что мы работаем вот в таких особых климатических условиях. Вот это 3 составляющие, которые составляют размер заработной платы. Ну вот я вначале говорила, да, что вот наши с вами районные северные вынесли из размера вот этих вот 11280, и на сегодняшний день 11280 это размер по Российской Федерации, в отношении нас с вами, ну, примерный размер это 19176. Если... Нет, как я говорю. Он может быть любой оклад. Мы с вами должны будем смотреть начисления, которые у нее получаются. То есть, если она работает на 0,5, то она должна получить вот 19176, деленное пополам. Вот это ее размер оплаты труда, минимум. Это тот минимум, который она должна получить. По одной профессии. Да, по одной, да. Уборщица и... Да, и все то же самое по второй, если у нее совместительство. Ну, если, наверное, что-то еще не осталось разъясненным, наверное, есть смысл обратиться письменно с... Ну, либо подойти на личную консультацию, да. Возможно, даже не вам, а вашей маме, поскольку ее, ну, трудовые права мы сейчас с вами обсуждаем. С документами. С 9 до 12 мы принимаем каждый день, либо в порядке живой очереди, либо можно записаться через госуслуги. Пожалуйста, приходите, и пусть она принесет все документы, посмотрим. Ну, если будут выявлены нарушения, то, соответственно, А будет... если вот старого трудового договора нету? Но у нее же сейчас есть какие-то Есть, документы вот. на руках. Вот все, что вот, есть на руках, пусть она принесет. вот еще вот продлевают договор каждый год с 1 января по 31 декабря. Скорее всего, у нее срочный трудовой договор. На каждый год продлевают вот так. Ну, Всем сотрудникам. у нас есть возможность у работодателя заключать срочный трудовой договор только по тем основаниям, которые предусмотрены в 59 статье Трудового кодекса. Там четко переписаны те основания, по которым можно заключить срочный трудовой договор. Поэтому вот, пусть она подойдет со своим трудовым договором, посмотрим, есть ли там основания для заключения срочного. Ну и в случае, если она считает, что в данной ситуации должен быть бессрочный трудовой договор, который он на сегодняшний день носит регулярный характер, получается, то тут можно попробовать обратиться в суд и признать данный трудовой бессрочным трудовым договором. Такая возможность есть. Ну, лучше Пусть сначала она, обратиться, конечно, да, в пусть она трудовую инспекцию, подойдет. чтобы разговор Так уже был более содержательным. Изначально же, наверное, был этот бессрочный договор, а поменялся директор и все. Не могу сказать, как было сначала. Пусть она подойдет с документами. Да, это и чтобы уже посмотрим. действительно тот человек, к которому вопрос этот относится. А какие существуют сроки для обращения в трудовую инспекцию? Это все вот эти обращения можно делать только тем, кто работает на нынешний момент, или уже уволенным, сокращенным? Уволенные работники решают свои вопросы с работодателем посредством обращения в суд.
К нам они также могут обратиться, ну, в случае, если им не выплатили расчет при увольнении, не выдали трудовую книжку, при выплате расчета не выплатили компенсацию за неиспользованные отпуска. По этим вопросам уволенные работники также могут обратиться к нам. Но вообще у нас сроков обращения нет, то есть работник имеет право обратиться к нам в любое время. Вот сроки для обращения в суд установлены. 392 статья Трудового кодекса предусматривает, что по нарушению трудовых прав работник имеет право обратиться в течение 3 месяцев с момента, когда он узнал, по выплате заработной платы в течение года, а по восстановлению на работе в связи с незаконным увольнением в течение 1 месяца. По заработной плате к нам работник имеет право обратиться, когда ему не заплатили заработную плату, да, то есть либо заработную плату, больничные, отпускные. В случае, если он не согласен с размером, допустим, всем работникам выплатили премию, а кому-то одному не выплатили. Вот в этом случае работник имеет право обжаловать действия работодателя в судебном порядке. Вот как раз это касается, мы перешли плавно к тому вопросу, который у нас с вами был указан, да, понятие трудовых споров, виды трудовых споров. К индивидуальным трудовым спорам относятся те споры, которые возникают между работником и работодателем по применению норм трудового законодательства. То есть то, что четко указано в Трудовом кодексе, то, у чего есть сроки, порядок, это все можно, ну, если это не соблюдается, то работник имеет право обжаловать у нас в инспекции. А то, что носит спорный характер, да, всем заплатили, а мне нет, или, допустим, я все сделала, меня привлекли к дисциплинарному взысканию, то вот эти вопросы решаются только судебным разбирательством и через судебные органы. Поэтому работник имеет право обратиться к нам в случае, если у нас не будет полномочий для решения вопроса, с которым он обращается. Мы работнику подскажем, как обратиться, мы даем образцы исковых заявлений, помогаем написать исковые заявления, поэтому разъясняем нормы, на которые он может опираться при аргументации своих оснований для обращения. Поэтому, пожалуйста, мы рады к сотрудничеству и помогаем всем абсолютно без исключения. Светлана Сергеевна, еще есть один вопрос, да? У нас еще есть вопрос. Работник переведен с полной ставки на 0,8, при этом объем работы не уменьшился. Не нарушаются ли права работника? Вот тут как раз вопрос, который частично можно отнести к индивидуальному трудовому спору. Сейчас объясню. Объем работы устанавливает работодатель. 160, 161, 162. Вторая статья Трудового кодекса говорит о том, что объемы работы, нормы выполняемой работы, продукции устанавливает работодатель с учетом своей технической оснащенности. Но так что примитивный пример привести, да, у меня уборка помещений велась вручную, были одни нормы установлены, я покупаю в организацию поломоечную машину, соответственно, я нормы меняю, да, они автоматом будут изменены, и нормы будут для работников, занимающихся должности, будут изменены. Тут все будет обосновано и законно. Поэтому прежде всего надо обратиться к локальному акту работодателя и посмотреть, какие нормы работы он установил для конкретного работника. Если норм нет, что бывает очень часто, ну вот в отношении, допустим, офисных работников, да, неважно, сколько я сделала, там, у меня не считается, сколько я там напечатала листов бумаги, я отрабатываю количество часов, я должна быть определенное количество часов на рабочем месте. В этом случае, опять же, работодатель решает, какое количество часов работник в моей организации должен быть на рабочем месте. То есть, если я с учетом своей производственной необходимости, как руководитель организации, понимаю, что мне какой-то сотрудник с какого-то времени не нужен на полный рабочий день, я вправе изменить его объем рабочего времени на меньший. Но вот тут как раз будет работать 74 статья, когда я должен предупредить работника за 2 месяца в письменной форме. Ну и тут можно обжаловать действия работодателя в судебном порядке,
если работник сможет доказать, что норма времени была изменена, а объем работы, который я делала, он не был уменьшен. То есть в отношении меня была установлена какая-то норма, и она не была уменьшена в соответствии с уменьшенным рабочим временем. Тут можно через суд оспорить действия работодателя. Так, и у нас еще, наверное, последний вопрос. Стоит ли обращаться в инспекцию при несоблюдении коллективного договора? Как быть, если коллективный договор составлен юридически обтекаем? Коллективный договор всегда проходит уведомительную регистрацию в Министерстве труда. Там по всем коллективным договорам делается заключение. Эти заключения поступают к нам в инспекцию. Мы обязательно их тоже видим и анализируем. Да? К нам, конечно, обратиться можно по несоблюдению. То, что написано в коллективном договоре, то, что утверждено работникам и работодателям, работниками организации работодателей, оно должно, естественно, соблюдаться. Если в коллективном договоре предусмотрены какие-то гарантии, то, естественно, они должны быть соблюдены в отношении работника. Их не соблюдать нельзя. Поэтому, конечно, пишите заявление, обращайтесь. Так, ну на этом, к сожалению, наверное, мы заканчиваем свою трансляцию. Время наше истекло. Спасибо большое за подробные ответы. Ну и те, кто, может быть, не услышал сегодня ответ на свой вопрос, обращайтесь в трудовую инспекцию за разъяснениями, они вам всегда помогут и разъяснят. И пользуйтесь сайтом онлайн-инспекция РФ, где можно получить абсолютно исчерпывающие ответы, и также можно обратиться с жалобой при нарушении ваших трудовых прав. Еще раз, может быть, контакт озвучить? Как вас найти? Телефон горячей линии Государственной инспекции труда в Республике Коми 31 59 06. Время приема граждан с понедельника по пятницу каждый день с 9 до 12, кроме субботы и воскресенья. Сайт, которым вы можете пользоваться при возникновении вопросов для правовой какой-то поддержки, да, чтобы задать вопросы, письменное разъяснение получить, это onlineinspekция.rf. Пожалуйста, заходите, там можно получить любую интересующую информацию. Наверное, все.